Карьер в районе Пожни – популярное место отдыха жителей района. Однако многие посетители не считают нужным увезти с собой мусор, оставшийся после пикника. В результате берега водоема превратились в стихийную свалку. В конце минувшей недели здесь прошел субботник. Инициатором выступил региональный оператор «Севера». Такие экологические акции сотрудники предприятия проводят регулярно. Мы, наши работники, кто где видит, соответственно, водители мусоровозов, да, у нас у всех задача, если мы что-то увидели, соответственно, мы потом определяем время и производим, ну, так скажем, активные мероприятия. В выходные дни проводим субботники, очищаем территорию, особенно такую территорию, как озеро. Сюда приезжает много людей, место популярное, да, соответственно, я считаю, что оно должно быть чистым. При этом мы не просто собираем мусор, отвозим его на полигон, но и разделяем пластик, далее направляем его на переработку, а все остальное попадает на полигон. Пластик отправляют перерабатывать на сыктывкарское предприятие «Комитекс». Присоединиться к уборке сотрудники регионального оператора пригласили всех желающих. На призыв откликнулись работники Сосногорской администрации и городских учреждений, члены партии «Единая Россия», депутаты и общественники. Первое впечатление удручающее. То есть люди не то что себя даже не жалеют нашу природу. Ну а вот такие акции, это же коллективно собираем, коллективно убираем, коллективно встречаемся, коллективно разговариваем, делимся впечатлениями. То есть как бы это хорошая акция. Но такие акции нужно проводить постоянно для того, чтобы привлечь больше и внимания, и желания наших горожан прийти и помочь в уборке территории. Ну и, конечно же, чтобы дети обратили на это внимание и тоже присоединились к таким акциям. Такую акцию проводили недавно жители города, работники водоканала. Такую акцию проводили, значит, в начале июня. Мы тогда вывезли этот мусор. Ну вот сейчас прошло буквально, получается, 1,5 месяца. В принципе, мусора достаточно. То есть летний период показывает, что 2-3 уборки, 2-3 субботника необходимо проводить. К субботнику присоединились и просто жители Сосногорска. Всем выдали перчатки и мусорные пакеты. Бывает, часто сетуем, что там грязно, здесь грязно. Кого-то обвиняем. А как бы мусор после себя кто оставляет? Люди, конечно. Очень много пивных бутылок, там пачки из-под сигарет, даже покрышки автомобильные. Вот. Ну, думаю, после того, как мы здесь все уберем, здесь будет чисто, аккуратно и красиво. Волонтеры собрали на берегах карьера более 50 мешков мусора. О следующей коллективной уборке можно узнать в социальных сетях предприятия «Региональный оператор Севера». А чтобы летний отдых у воды был приятнее, каждому стоит помнить, что чисто там, где не мусорят. Из Сосногорского района Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В поселке Поляна появился новый уличный спортивный комплекс с 10 тренажерами. На необходимость такого объекта обратил внимание педагог Валерий Целовальников. Он преподавал физкультуру и знает, что в жизни школьников обязательно должен присутствовать спорт. Разговаривал я с детьми. Дети, которые ходят ко мне на секции, они тоже с этим с удовольствием согласны. Надо, заниматься нужно. Нужно для пользы, не только пользы здоровья, но главное, чтобы была активность самих детей. И дети более активны, не отвлекаются, не хулиганят, ничего не бьют нигде. На территории Поляны нет ни спортивных, никаких комплексов. Единственное, что есть небольшой детский спортивный комплекс, но там нет вот всего того, что есть вот здесь. Ну и поэтому это комплекс, я так считаю, что и как для детей, так и для взрослых очень актуален. Реализовать задумку помог проект «Народный бюджет». Небольшую часть стоимости комплекса оплатили жители поселка, а большую часть средств выделили из республиканского бюджета. Отличная программа. Благодаря ей мы можем ставить хорошие комплексы, хорошие идеи решать даже в самых отдаленных селах и населенных пунктах. В прошлом году жители подали заявки, была их инициатива, а в этом году мы уже ее реализовали. Сосногорские инструкторы приняли у подростков сдачу норм ГТО. Затем для жителей Поляны провели инструктаж по эксплуатации тренажеров. Показали, как правильно заниматься на каждом из них. Комплекс подходит как для школьников, так и для взрослых. Ты подходишь, садишься, пробуешь поднять себя, да, угол должен быть ровно 90 градусов. Если тебе сложно, ты подходишь вот сюда. И здесь, смотри, стоит усилитель, да. Делаешь больше или меньше. Из Сосногорского района Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.
500 первоклашек Сосногорского района 1 сентября получат подарок – свой первый в жизни школьный дневник. Его подготовило региональное отделение партии «Единая Россия» совместно с Министерством образования Коми в рамках проекта, который реализуется с 2014 года. Каждый год дневники посвящаются определенной теме. Отличительная черта этого – сказки народа Коми и, конечно же, полезная информация. У нас была годовщина в прошлом году, столетие, и как раз-таки дневник, он посвящен именно Республике Коми. Здесь собраны все основные данные, то есть там статистика, всевозможная карта и плюс мифы и сказки народов Коми. То есть если посмотреть, на каждой странице буквально есть небольшая такая история, своеобразная сказка или миф о Республике Коми. Очень интересно и думаю, что первоклассникам очень понравится. Всего по республике выпущено и направлено в муниципалитеты 11,5 тысяч дневников. Их по традиции вручат на торжественных линейках всем, кто впервые перешагнул школьный порог. Дневник очень полезный, содержательный. Помимо всего, он еще содержит информацию по безопасности и безопасному маршруту от дома до школы. Для первоклассников это очень актуально. Напомним, сейчас «Единая Россия» проводит акцию «Собери ребенка в школу», в рамках которой можно принести необходимые школьникам товары в местное отделение партии. Помощь будет передана детям из многодетных, малообеспеченных или неблагополучных семей, а также тем ребятам, которые переехали в Коми из Украины и так же, как и остальные, готовятся 1 сентября пойти в школу. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. 1 сентября во всех школах пройдут традиционные праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний. В этом году они пройдут в традиционном формате. Если позволит погода, они пройдут в школьных дворах на улице перед школой. Если нет, то внутри помещения. Уже сформирован график проведения торжественных линеек. Информацию об этом можно получить в школу. В школе традиционно размещается информация при входе в школу, а также классные руководители доведут эту информацию до родителей с помощью родительских чатов. В этом году нас ожидает День знаний, начнется с исполнения гимна Российской Федерации и Республики Коми. Эту инициативу поддержал президент Российской Федерации. Это будет происходить в каждой школе с нового учебного года, каждый понедельник. Кроме того, в этом году из нового нас ожидают классные часы, разговоры о важном, которые будут проводиться в каждом классе в различных формах. Это форум, дискуссия, лекция, будут просматриваться видеофильмы и обсуждаться с детьми на насущные проблемы общественно-политической деятельности нашей страны. Родителям я хочу напомнить, что подготовку к новому учебному году необходимо начинать уже сегодня. Кроме того, что необходимо приобрести школьные принадлежности, форму для учебного года, кроме этого необходимо напомнить детям, как правильно добираться от школы домой и обратно. Потому как дети за лето уже забыли, как правильно, безопасно добираться до школы. Вот такой разговор каждому родителю необходимо провести. Конечно же, сотрудники ГИБДД 1 сентября и весь сентябрь усиленный контроль будет вести вблизи школ, для того, чтобы не только детям напомнить о безопасности дорожного движения, но и водителям о том, как правильно действовать вблизи пешеходных переходов.